Дисциплина, упорство, умение работать в команде и вера в себя. Именно эти качества сегодня закладывают в юных участников спартакиады в Карабулаке. Бег на 60 и 100 метров, подтягивания, перетягивание каната, отжимания. Каждое испытание учит их преодолевать себя и добиваться цели. Я сегодня сделал подтяги до переклади 44 раз. Надо было чисто делать. Вы чисто сделали? Да. Мы с наханулся турники бегаем. Бега 11 секунд туда, все 55-100 метров. И Hadikаю рекорд. интересно. Перекатывание каната. Это интересно. Ну, очень жахт мы подтягивания, приседания, отжимания, беги, жахт. А хайвеш заниматься даже О, да. Борьба. Соревнования собрали около 150 участников со всего Сунжинского района. Уже 6 августа аналогичные испытания пройдут в Назрани, а затем и в других районах республики. Лучшие из лучших встретятся в финальном этапе снова в Карабулаке. Приурочена спартакиада к 30-летию города. Дату отметят в конце августа. Организовано мероприятие Минспортом Ингушетии совместно с администрацией Карабулака. Данная спартакиада включает в себя муниципальные этапы. И сегодня муниципальный этап проводится на территории города Карабулак. В последующем будет проводиться по другим муниципалитетам. И 27 августа уже финальная встреча будет на стадионе Карабулака. И эта финальная встреча будет посвящена 30-летию нашего города. Здоровье детей – будущее нации. Это, конечно, понимают и организаторы спартакиады в Карабулаке, собравшей самых сильных, быстрых и целеустремленных ребят. Важно, чтобы каждый подросток почувствовал себя чемпионом. Как спорт меняет жизни детей и почему такие проекты жизненно важны, рассказывает идейный вдохновитель мероприятия Ислам Гайтукиев, который сегодня руководит процессом на месте. За 3 дня мы собрали больше 150 детей. На самом деле это очень хороший результат. Я думаю, 6 числа, в следующую среду в Назрани, думаю, будет еще больше, намного больше. А вообще Минспорт Ингушетии и команда проекта Ерик Шоу планируют основательно взяться за медиасоставляющую спортивной жизни Ингушетии, вывести региональный спорт на новый уровень. В проекте «Рикшо» наша команда сейчас будет совместно работать с Министерством спорта. И зрители будут, я думаю, обрадовались этому. Мы будем устраивать не только в этом направлении мероприятий, также и рейслинг, футбол, мини-футбол, большой футбол и медиа-футбол планируется. Много мероприятий планируется. Мы будем активно в этом сезоне проводить для детей и также для взрослых, может быть и для пожилых какие-то шахматные турниры. Мы планируем активно работать над развитием спорта в нашем регионе. Спартакиада проходит также при поддержке проекта «Безликие», Ерик Шоу и других партнеров. Главная цель – популяризация спорта среди молодежи. Ерви запустить молодые для того, чтобы прививать детям здоровый образ жизни, для того, чтобы они занимались спортом, правильная конкуренция. Спартакиад по всей республике Хоги, все населенные пункты, оттуда будут отбираться более сильные, активные дети, и между ними пройдет финал. Чтобы у них было желание заниматься спортом. Также проектом «Безликие» подготовлены для победителей и призеров ценные призы. И это еще не все. Недавно проект «Безликие» перевел мультфильм «Пингвины Мадагаскара» на ингушский язык. Все победители, призеры спартакиады, мы постараемся организовать кинотеатр и устроить для них показ. А так и по возможности и участникам. Всех, может быть, у нас не получится, но большинство детей мы повезем в кинотеатр. В перерыве между состязаниями участников спартакиады угощают мороженым. Машина, груженная холодным лакомством, в такую жару быстро пустеет. Адам Мережков, Сулейман Костоев, Магаз 24.